Здравствуйте. Ответить на звонок, дать полную информацию. В единую службу оперативной помощи гражданам 122 поступают звонки по самым разным вопросам, касающихся специальной военной операции. Работает горячая линия круглые сутки, так что любой желающий может позвонить, задать интересующий его вопрос, касающийся именно специальной военной операции, и ему должны ответить. Какие социальные льготы имеет данный военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, ну и какими социальными гарантиями, льготами он может пользоваться. Изначально служба 122 была создана в начале пандемии коронавируса, чтобы помочь жителям оперативно вызвать на дом участкового врача, узнать о признаках COVID-19. Сейчас же, когда коварный вирус отступил, маршрутизацию звонков настроили для получения информации о прохождении срочной военной службы, вопросами мобилизации и касательно участия в СВО. Интересуются также и о мерах поддержки со стороны государства. Денежное довольствие военнослужащих, которые в данное время проходят военную службу по контракту, у них 204 тысячи они получают ежемесячно. Это если он является рядовым. Ну и, соответственно, от звания, если сержант, там он увеличится. Ну и, соответственно, офицер больше получает. Позвонив по номеру 122, можно тут же связаться с любым военным комиссариатом региона. Специалисты обязаны ответить на все интересующие вопросы граждан. В военном комиссариате объясняют, что помимо всего прочего, военнослужащие и контрактники получают от Минобороны 195 тысяч рублей. Отдельные меры поддержки предусмотрены благодаря инициативе и поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Это земельный участок и денежное вознаграждение. Дополнительно денежные 100 тысяч правительство выделяет гражданину, который уходит по контракту. Плюс ко всему он получает удостоверение ветеран боевых действий, соответственно, кредитные каникулы ему предоставляются, и он не платит земельный налог. И его дети, его родственники могут поступать по льготной основе в учебные заведения. Но это те, которые я могу просто так перечислить. Их очень много, вот эти льгот. Плюс лечение, плюс ипотека, жилье, бесплатное медицинское обследование, бесплатное лечение у него идет. Созданный аппаратно-программный комплекс включает собственную виртуальную автоматическую телефонную станцию, позволяющую оперативно настроить под необходимые задачи интерактивное голосовое меню, запись и правильное распределение по операторам. При звонке на 122 вы попадаете на интерактивное меню, то есть также там осталась возможность переключиться на операторов в медицине катастроф, то есть если вдруг какие-то вопросы возникли. Ну, как показывает практика, уже звонки туда поступает мало, больше звонков поступает по части военкоматов и связанных с СВО. Запустить такую необходимую для жителей телефонную линию единой связи удалось благодаря успешной реализации в Ингушетии национального проекта «Цифровая экономика». В будущем, по мере развития региональных информационных систем в сфере здравоохранения, планируется интегрировать их с контакт-центром 122. Это позволит дозвониться в любое медучреждение региона по короткому номеру. Зелимхан Калоев, Ахмед Парчиев, Рахман Цуров. Новости 24.